2017-2018 году у нас товарооборот был максимум 50 миллионов. Сегодня 500 миллионов. Но мы хотим ее удвоить. Контракты и проекты уже на 1 миллиард. Это свои плоды обязательно дадут. Среди них запуск производства автомобилей и трансформаторов, расширение выпуска современной бытовой техники, промышленное производство стройматериалов, сельскохозяйственную продукцию, текстильных изделий и шелка и многие-многие другие. Для подтверждения таких проектов будем развивать деятельность совместной инвестиционной компании. Кроме того, на повестке крупные инфраструктурные проекты в области энергетики и добывающих отраслях с участием наших предприятий и конкретных инвесторов. Со своей стороны мы с уважаемым Эмомали Шариповичем будем всячески поддерживать эти проекты и бизнес-инициативы. Мы также договорились максимально задействовать возможности наших регионов, завязать их друг с другом на уровне даже районов. Такого у нас раньше не было, даже районов. Именно на уровне районов, они и областей, они должны стать драйвером роста торгово-экономического сотрудничества. Накануне визита успешно проведены первый форум регионов и заседания делового совета. В целом в рамках визита подписаны контракты и инвестиционные соглашения, как я уже сказал, и Эмомали Шарипович сказал, свыше $1 миллиарда. Особое внимание уделяем углублению сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров. Договорились и далее создавать благоприятные условия для увеличения железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок. Кроме того, условились активизировать взаимные обмены в сфере культуры, науки, здравоохранения и образования. Мы намерены всесторонне поддерживать деятельность медицинского центра и учебных заведений, построенных в наших странах, являющихся сегодня новыми символами, укрепляющими дружбу и партнерство. Конкретно Эмомали Шарипович сказал, где и кто как. Вот мы сегодня запуск дали. Это говорит, на самом деле, это символ укрепляющей дружбы нашей. Народы этого, когда в школе пойдет гражданин или Узбекистана, или Таджикистана в больницу пойдет, они будут обязательно говорить, что это построили таджикские строители, узбекские строители. Вот это символ дружбы. Это не на словах, а на деле конкретные результаты воплощения вот той нашей договоренности. Подготовим насыщенные программы совместных культурных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы также планируем провести фестиваль узбекской и таджикской молодежи в Фергане. Наряду с этим издать книгу «Антологии современной узбекской и таджикской литературы в Душанбе и Ташкенте». Все эти вопросы будут находиться под непосредственным контролем двухсторонней межправительственной комиссии, которую возглавляет, как я уже сказал, премьер-министры наших стран. В ходе нынешнего визита мы подписали солидный пакет документов. Это совместные заявления и свыше 30 важных соглашений, охватывающих практически все сферы взаимодействия. Уважаемые журналисты, мы подтвердили свою приверженность развитию конструктивного диалога и тесного регионального сотрудничества с учетом интересов всех государств Центральной Азии. Обменялись также мнениями по вопросам противодействия вызовам безопасности и стабильности в регионе, прежде всего на фоне складывающей непростой ситуации в соседнем Афганистане. Я хочу еще раз сказать, мы по Афганистану в узком кругу очень подробно, скрупулезно договорились, потому что там есть на самом деле много проблем. Вы, уважаемые представители средств массовой информации, знаете, наблюдаете, пишете, говорите. Это на самом деле сегодня вызов для Центральной Азии и для наших стран в том числе. Мы едины во мнении, что афганский вопрос должен быть урегулирован исключительно мирным путем, а усилия международного сообщества быть направлены прежде всего на восстановление экономики этой страны. Отметили необходимость продолжения активных контактов и тесного взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов и оборонных ведомств двух государств. Мы продолжим тесный диалог в рамках многосторонних институтов, таких как Организация Объединенных Наций, СНГ, ШОС, ОИС, Международный фонд спасения Орала. Хотел бы также подтвердить нашу полную поддержку инициатив президента Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников, о создании специального международного фонда по сохранению ледников.
Уважаемые друзья, подчеркну, сегодняшние переговоры еще раз показали наш серьезный, решительный настрой на укрепление отношений многовековой дружбы, доверия, добрососедства и стратегического партнерства. Наши совместные усилия направлены на достижение конкретных, ощутимых результатов сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном в целях дальнейшего процветания двух братских народов. В заключение хотел бы сообщить, что я пригласил моего коллегу, уважаемого Эмомали Шариповича, посетить с официальным визитом Узбекистан в удобные сроки. Еще раз выражаю искреннюю признательность всем таджикским друзьям за гостеприимство, прекрасную организацию наших мероприятий. Я хочу искренне сказать, я удовлетворен нашими переговорами, я удовлетворен, что у нас есть много вопросов, которые мы можем сами решить, и я удовлетворен, что есть глубокое понимание с обеих сторон. Желаю успехов, благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович. Я при первой удобной возможности с большой радостью воспользуюсь вашим приглашением посетить с визитом благодатную землю братского Узбекистана. Уважаемые представители средств массовой информации, на этом наша пресс-конференция завершена. Всем большое спасибо.